Остинский театр первый на Северном Кавказе, где спектакли адаптировали для незрячих. В республику пригласили тифлокомментатора, который помогает сопроводительным голосом понять людям с ограниченными возможностями, что происходит на сцене. Первый спектакль «Ревизор» по пьесе Гоголя показали уже сегодня. Как это работает на практике, расскажет Тамила Кцоева. В зале звучит спокойный и размеренный голос актрисы Московского театра Александры Собовой. Она описывает каждую деталь, жест или движение актеров. Короткие и насыщенные предложения, от которых зависит, как именно зритель поймет спектакль. Увидеть постановку своими глазами может далеко не каждый. Входная группа в особняк представляет собой раздвижные двустворчатые панорамные двери в виде стеклянных витражных витрин. Тифлокомментирование помогает слабовидящим и слепым полностью погрузиться в спектакль. Работает это так. Перед началом зрителям проводят экскурсию по сцене. Они трогают декорации, им рассказывают, из чего сделан тот или другой реквизит. Потом на них надевают специальные наушники, через которые тифлопереводчик рассказывает обо всем, что происходит на сцене. Для незрячих очень хорошая вещь. Конечно, вот сейчас то, что мы сейчас обошли, мне это понравилось, я тотально слепой. Я думаю, что другим слепым тоже это понравится. О проблеме тифлокомментирования говорили еще год назад на собрании Ассоциации национальных театров. Ее возглавляет Александрийский театр в Санкт-Петербурге. Подарили его. Да, я благодарен Ассоциации национальных театров, еще раз говорю, Валерию Фокину и вообще всей этой огромной такой театральной семье, которые друг другу вот так помогают. Сейчас в Северной Осетии нет специалистов, которые могут работать тифлокомментаторами. Поэтому руководство Остинского театра планирует отправить на обучение артистов, чтобы развивать направление. Тамила Кцоева, Аслан Тебев. Новости Осетии.